месяцев у нас проходит систематика экономики, и то, что предыдущий спикер наш, дорогой Роланд, обозначил, да, на сегодняшний день, спустя 30 лет тех событий, в которых мы проживали, да, экономика полностью сошла на нет, потому что Южная Осетия, она подпитывалась чисто гуманитарными какими-то поддержками со стороны Северной Осетии, Российской Федерации. Те специалисты, которые были задействованы у нас внутри, они в целом в объеме как бы мигрировали, и на тот период, как бы на период выживания, никто не думал о какой-то крепкой глобальной экономике. То, что у нас есть после 2008 года, это как бы современные реалии тех событий, которые мы видим. Да, эйфория определенная была надежда на то, что народ Южной Осетии, будучи в составе Российской Федерации, был в одной структуре государственного устройства, когда была плановая экономика, за все как бы отвечало государство и, соответственно, создавало и рабочие места, и использовала в приоритете те территории, которые были в Южной Осетии. Были и швейная фабрика, была и текстильная фабрика, были заводы, эмальпровод. Вот. На сегодняшний день практически, с учетом отсутствия тех коммуникаций, было союзное государство, все это уже как бы уже нету, и нам с нуля надо исходить и формировать нашу экономику. На сегодняшний день есть проблемы и с человеческим потенциалом, есть проблемы и с финансовыми возможностями для того, чтобы как-то определиться, что и как мы будем делать. Если у нас в Конституции прописано, что у нас рыночная экономика, которая регулируется руководством нашей республики, то мы должны четко определиться и двигаться в этом направлении. Если мы хотим как бы другие какие-то формы экономики, то мы должны, я считаю, в корне изменить подход к решению тех вопросов и тех проблем, которые у нас стоят. Вот. Я считаю так, что на сегодняшний день государство должно быть призвано обеспечивать продовольственную безопасность нашей республики. Это архиважный, на мой взгляд, подход, который должен быть, потому что в углу каждой проблемы это безопасность. Если не будет продовольственной безопасности, то частники они могут регулировать сами эти цены, как хотят и как могут. Что мы видим на сегодняшний день, вот рыночные отношения. Купил, привез, продал, то есть особых каких-то затрат интеллектуальных, физических там не требуется. То есть это челночество в прямом виде, что было при развале Советского Союза. То есть мы на этом примитивном уровне остались. Да, на сегодняшний день есть определенные какие-то штрихи в движении вперед. Были созданы предприятия. На мой взгляд, эти предприятия, они не обоснованы по той простой причине, что те средства, которые были вложены, они на сегодняшний день не дают той отдачи, чтобы дало возможность для формирования даже рабочих мест для нашей молодежи, чтобы мы как-то приостановили миграцию наших граждан в Российскую Федерацию. Помимо этого, вот эти программы социоэкономического развития на сегодняшний день, они практически лишены государственного подхода в том плане, что те молодые ребята, которые заканчивают у нас школу, да, они физически не могут трудоустроиться. Выезжая в Российскую Федерацию, обучаясь там 5 лет, по возвращении нет определенной базы, где бы они могли быть использованы. В то же время у нас реальная проблема со специалистами. Вот, мы видели, вот, недавно вот, с Рудольфом Петровичем поднимались в консервный завод, они пригласили с Российской Федерации технолога, то есть нету технолога. То есть это то звено, которое должно регулировать процессы в плане приготовления той или иной продукции. Если нету вот этого самого главного звена, то, конечно, экономика не даст каких-то серьезных импульсов в своем развитии. Вот как бы вступительное слово, то, что я хотел сказать, обозначил вот эти проблемы со своей стороны. Это как бы
нет государственного подхода в плане подготовки кадров, нет четких приоритетов в нашем государстве по отраслям, то есть то ли это сельское хозяйство, то ли это туризм, то ли это какие-то промышленные, да. И у нас в оконцовке наши районы, да, республика остаются как бы на отшибе, и те предприятия, которые даже были сейчас сформированы, созданы, они в черте города и в окрестностях нашего города, а районы от этого тоже ничего не поимели. Благо у нас есть Южный сад. Южный сад создал нормальные рабочие места. Есть пример, как бы в каком направлении можно развивать сельское хозяйство. Есть потенциал, есть реально технологии, есть специалисты, есть организационная составляющая, которая дает возможность двигаться этому предприятию из года в год вперед. То есть они, я насколько знаю, первым пилотным проектом у них было порядка 38 гектаров, сейчас они до 2027 года порядка 500 гектаров хотят освоить. То есть это говорит о том, что это рентабельно, это создает рабочие места. И плюс, что я бы хотел отметить, у них есть рынок сбыта. Это не малый на сегодняшний день фактор, который дает как бы возможность развиваться нашей республике. То же самое БТК. То есть они создали рабочие места со своими технологиями, со всеми делами. И в то же время у них есть заказы в Российской Федерации и рынок сбыта.